Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Никакой пощады, никакого оправдания. Президент потребовал объективного расследования резонансных преступлений. Написавшие рапорты сотрудники ГАИ должны быть уволены. Рауль Хаджимба провел заседание коллегии МВД. Депутаты берут под контроль расследование заявления парламента Абхазии. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями силовых ведомств страны. Как сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба, генеральный прокурор Зураб Ачба, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Нугзар Хагуш и председатель СГБ Зураб Маргания доложили главе государства о ходе расследования по факту изнасилования малолетнего ребенка в селе Нижняя Ишера и по факту убийства Анжелы Джгамазия. Президент подчеркнул, что следствие должно быть проведено объективно. Никакой пощады, никаких оправданий не должно иметь места. Следствие должно быть проведено со всеми вытекающими последствиями, качественно. И чтобы ни у кого не возникали мысли, кто-то кого-то здесь пытается, мол, защищать. Никаких защит быть не может. Есть преступление, и преступление должно быть расследовано. Объективно, законно. Никаких других действий быть не может. Рауль Хаджимба провел расширенное совещание с личным составом ГАИ МВД Республики Абхазия. Глава государства прокомментировал ранее произошедшее резонансные преступления, а также дал оценку деятельности госавтоинспекции. Президент сообщил о принятом решении по делу сотрудников ГАИ, написавших рапорты об уходе. Репортаж Симаргу. Преступления, имевшие место в последние дни, повергли в шок все население страны. Президент Рауль Хаджимба отметил, что все, кто причастен к этому, понесут наказание в полной мере. Никакой пощады преступникам не будет. Глава государства подчеркнул, что следствие по факту изнасилования несовершеннолетней девочки в селе Нижняя Ишера и по факту убийства Джгамазия будет проведено объективно и законно, а главное – открыто. Никакой пощады, кто бы это ни был, не будет. Такого рода преступления не укрываются. У каждого из нас есть дети. И поступать так никому не позволительно. Кто бы кого бы не прикрывал и не пытался это делать. Процесс будет открытый, чтобы все знали, как он идет и каким образом он будет проводиться. На коллегии рассматривался также вопрос, касающийся работы госавтоинспекции. На днях группа сотрудников ГАИ написала рапорты об увольнении. Основная причина – приказ министра внутренних дел не останавливать машины с иностранными номерами. Согласно ведомственному приказу, автотранспорт можно останавливать и досматривать только на стационарных постах ДПС при получении ориентировок. Президент подчеркнул, что раньше все эти предписания игнорировались и ситуация оставалась неизменной. Рауль Хаджимба отметил, что не позволит обдирать людей на дорогах страны и что будут приняты меры в отношении недовольных приказом. Глава государства отметил, что низкая заработная плата не дает никому права брать взятку. Написавших рапорты глава государства приказал немедленно уволить. 20 раз предупреждали, говорим, к нам и так трудно попасть, люди не едут. У нас сервис самый низкий. У нас условия не совсем, которые, как говорится, должны быть для туристов. Так что вы делаете? Вы еще способствуете тому, чтобы к нам люди не приезжали? Вице-премьер-министр внутренних дел Аслан Кобахи отметил, что кадровый вопрос в этой сфере будет решен в ближайшее время. Министр считает, что такое поведение сотрудников ГАИ усложняет отдых иностранных граждан и портит впечатление о нашей стране. Отдыхающие перестанут ездить к нам на автотранспорте, отметил Кобахи. По его словам, в ближайшее время все сотрудники госавтоинспекции должны будут пройти переаттестацию. Все, кто написал заявление, они все будут уволены. Мы ихнюю заработную плату перенаправим на остальных сотрудников ГАИ, которые хотят и умеют работать. И в обязательном порядке в течение 1 недели мы проведем аттестацию всего личного состава на предмет их знаний и возможностей. Я очень мало верю в то, что эти люди, в своей массе написавшие заявление,
компетентны в своей работе. Президент поставил задачу перед руководителями силовых ведомств проследить за работой сотрудников ГАИ. Те, кто будут превышать полномочия, понесут наказание, заявил Рауль Хаджимба. Сима Аргун, Алексей Агухава, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Около 100 женщин, представительниц общественных организаций Абхазии, собрались сегодня в парламенте республики. Главный и основной посыл к депутатам – разобраться в череде преступлений, имевших место в последние дни, и сделать все, чтобы виновные не ушли от наказания. Представители женских общественных организаций Абхазии, около 100 человек, пришли в парламент республики выразить озабоченность в связи с последними событиями в стране. Это, в частности, убийство и самосуд в Ачамчирском районе и в Сухуме, а также надругательство над несовершеннолетней девочкой и последовавшее за этим убийство ее сестры. По словам женщин, безнаказанность достигла предела, и это разлагает наше общество и угрожает разрушением нашей государственности. Если бы мы сделали это раньше, не было бы этих чудовищных, совершенно извращенных преступлений, не погибла бы девочка, понимаете? Вот это наше равнодушие, то, что мы сидим все по домам и говорим, вот это плохо, не собрались. А если бы мы собрались хотя бы полгода назад, год назад, не было бы многих вот таких преступлений. Это должно послужить нам уроком, что мы должны сразу остро реагировать. Нельзя запускать болезнь, понимаете? Вот безнаказанность, она развращает людей. И она развращает именно самых худших членов общества, которые начинают думать, что с другими людьми можно делать все. Теперь важно не этот пыл не растратить, а вот жесткий контроль общественного учредить, потому что мировая практика показала, без общественного контроля ничего не бывает хорошего. Потому что власти очень быстро забывают, что они тоже вышли из простого народа. Жесткий контроль должен быть на всех уровнях, и вот по отношению к этому делу особенно, потому что вопиет просто к небу. Это уже вот мы так не скопали, что дальше просто некуда. Вместе с женщинами в парламент пришли и родственники пострадавших девочек. По их словам, кроме того, что девочки стали жертвами ужасных преступлений, а в обществе муссируются различные несоответствующие действительности слухи, вся семья подвергается давлению. Они обратились в парламент с единственной просьбой – оградить их от преследования и как можно скорее найти и наказать виновного. Депутаты с пониманием отнеслись к женщинам-матерям и заверили их, что будет сделано все возможное для раскрытия этих и других громких преступлений, имевших место в Абхазии. Однозначно сразу будет создана комиссия с включением туда из общественных организаций людей для того, чтобы проследить за выполнением тех законных действий, которые проводят органы прокуратуры и Министерства внутренних дел по данному вопросу. Скорее всего, эта комиссия может будет рассматривать и дальше некоторые моменты, которые были не только с этим преступлением связаны, а до этого тоже. Чтобы в Абхазии эффективно решать вопросы преступности, надо полностью реформировать нашу правоохранительную систему, уверен депутат Рауль Лолуа. Реакцию общества мы видим, и она достаточно серьезная. И не замечать этого нельзя. Я уверен, что правоохранителям в целом это будет дополнительный стимул, чтобы все-таки серьезно разобраться с тем делом, который сейчас мы обсуждаем. Реформирование вообще правоохранительной системы давно назрело, и сегодняшняя ситуация явно тому подтверждение. Я считаю, что надо очень серьезно этим заняться и заняться здесь, в парламенте. После встречи с представительницами общественных организаций Абхазии депутаты приняли решение провести экстренное заседание сессии Народного собрания с участием представителей Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. По итогам заседания парламентскому комитету по обороне и безопасности поручено контролировать расследование данного дела и информировать общественность о ходе следствия. По просьбе женщин к работе комитета будут привлечены и представители общественности. Народное собрание парламента Республики Абхазия также решительно осуждает совершенные гнусные преступления и примет все необходимые меры в рамках имеющихся законодательных и контрольных полномочий в целях полного и всестороннего расследования двух связанных уголовных дел. По предложению общественности Комитет Народного собрания по обороне и национальной безопасности поручено осуществить контроль за ходом расследования по уголовным делам и регулярно информировать парламент Народного собрания и общественность. Затем заседание сессии было продолжено без участия журналистов. Ирина Аршба, Саид Агухава, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.
Вице-президент Абхазии Виталий Габня также прокомментировал резонансные преступления. Вице-президент заявил, что берет на себя обязательство помочь пострадавшей девочке. Вместе с тем, Виталий Габня отметил, что недопустимость откровенной травли Государственной службы охраны Абхазии. Государственная служба охраны является первой из силовых структур в новейшей истории Абхазии. За четверть века при исполнении погибли десятки ребят, будь то это по охране внешних границ, либо сопровождение конвоя, либо защиты жизни и здоровья первых лиц государства. Это офицеры на доверии, которые оставили добрый след за эти 25 лет, где за время несения службы ни одно из охраняемых лиц не пострадало. В свой день ребята собираются, вспоминают из числа погибших их семей, возлагают цветы на главной аллее славы у мемориала и подножия первого и второго президента. Если совершивший столь жуткое преступление, где следствием и судом будет доказана его вина, то, конечно, это бьет по всей службе. Но в то же время бранить и оскорблять всех ребят и организовать откровенную травлю службы, по меньшей мере, несправедливо. В тот день, когда было подано заявление, 13-го во вторник, именно в тот день сразу же было возбуждено уголовное дело. Закон действует и работает для всех, и никакого значения не имеет, был ли он на тот момент сотрудником ГСО, либо уволен чуть ранее. С того момента, как совершено преступление, ровно такой же гражданин, как и несущий ответственность, как и любой другой член нашего общества. Мы со своей стороны следим за действиями Генпрокуратуры. Дело находится под личным контролем президента. Намерены усилить работу тем, чтобы намерены привлечь экспертов с Российской Федерации в части следственных экспертиз, которые пройдут не только на территории Абхазии, но и на территории Российской Федерации, подключить наработанные горизонтальные, в том числе и личностные связи. Со своей стороны беру на себя ответственность и обязательства помочь девочке пострадавшей, поскольку ребенку просто необходима реабилитация после всего случившегося. С 20 по 22 июня в Сухуми пройдет 3-й международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека», который откроется спектаклем «Софичка» в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В спектакле участвуют студенты театрального института имени Щукина. Фестивалем предусмотрен ряд других мероприятий, в числе которых показы и открытое обсуждение художественного фильма «Софичка» режиссера Киры Коваленко в эфире абхазского телевидения 21 июня. А сегодня, накануне открытия фестиваля, министр культуры и охраны историко-культурного наследия и организаторы фестиваля провели пресс-конференцию. В этом году программа фестиваля очень насыщена. Открытие пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера с премьеры спектакля «Софичка» по одноименной повести классика, поставленного силами студентов 3-го актерского курса Абхазской студии театрального института имени Бориса Щукина. Режиссер и автор постановки Елена Одинцова. Директор Международного фонда «Стоянка человека» Шазина Агарба рассказала, в чем особенность нынешнего фестиваля. Последний день 3-го фестиваля у нас показ фильма совместно с Домом юношества «Время счастливых находок». Здесь тот Сухум, которого даже вы, может, уже не помните, как фильм тоже сделан давно. Будет конкурс детских рисунков. И будет впервые такая экскурсия по местам Чика, по Сухуму. Шазина Агарба отрадным назвала тот факт, что молодое поколение читает Искандера, ведь детям нужно прививать любовь к творчеству писателя с малых лет. В рамках фестиваля в эфире абхазского телевидения пройдет премьерный показ и открытое обсуждение художественного фильма «Софичка» по одноименной повести Искандера. Художник и куратор фестиваля «Стоянка человека» Алексей Чачбашир-Вашидзе отметил, что это очень интересно, когда по одному произведению одновременно ставится спектакль и снимается фильм. Это всегда интересно, да, потому что, с одной стороны, есть спектакль, да, который по жанрам спектакля поставлен, по жанрам театра поставлен. И
один автор и одно название, и один спектакль. И с другой стороны фильм, который тоже называется «Софичка» и тоже по этому же произведению, но это уже языком кинематографа как бы он сделан. И всегда это как бы вот у нас есть возможность посмотреть и это, и это. Конечно, это не соревнование двух жанров, потому что кино не может соревноваться с театром и театр с кино. Да? Третий день фестиваля будет полностью посвящен детям. 22 июня в Сухумском доме юношества пройдет конкурс детского рисунка на основе различных сюжетов из произведений Фазили Искандера. Также запланирована экскурсия «Карта Сухум-Чика» по Мухусу. Экскурсионный маршрут начнется у дома Чика. Далее по местам, описанным в рассказах о Чике. Наала Коф, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Первая полка добра появилась в Сухуме. Теперь горожане могут поделиться продуктами и товарами первой необходимости с малоимущими и теми, у кого сейчас очень трудная жизненная ситуация. Где и как можно оказать помощь, узнавала Низ Фаршпа. Хлеб, овощи, соль, крупы, средства гигиены. На этой полке только необходимые товары. Взять их могут все, у кого не хватает купить самое необходимое. Полку добра установили в главном зале торгового комплекса «Сухум-маркет». Акция «Полка добра» стала первой акцией благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Буквально после съезда нашей организации мы решили перейти от слов к действиям. И вот сегодня в магазине «Сухум-маркет» мы открыли первую полку добра. Продукты, которыми мы наполнили полку, это не скоропортящиеся продукты, самые востребованные продукты. К сожалению, реалии таковы, что приходится делать подобные акции, к сожалению, для того, чтобы люди могли получить какую-то поддержку от общества. Это первая благотворительная акция движения «Послы доброй воли Абхазии». Решение начать свою деятельность именно с организации «Полки добра» они приняли около 10 дней назад. И очень надеются, что идея получит поддержку. В первую очередь, конечно, благодарим руководство Сухум-маркета за сотрудничество, за оказанное содействие. По факту «Полка добра» – это полка, целью которой является привитие культуры благотворительности посетителям и покупателям данного супермаркета. По идее, мы некоторое время будем сами наполнять полку провизиями первой необходимости, для того, чтобы все нуждающиеся в рамках их совести брали то, что им необходимо. В открытии первой полки добра принимали участие послы доброй воли Абхазии, победительница вокального шоу, юная певица Валерия Адлейба, участник программы академических исследований Эдгар Гвазава и автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Дарба. Смысл вообще задуматься о том, что рядом есть люди, которые нуждаются в помощи. И на самом деле очень маленькими жестами мы можем им помочь. И очень важно при помощи вот такой акции, чтобы наше общество задумалось о необходимости помогать людям, которые рядом с нами, которые нуждаются в такой помощи. Данное движение «Послы доброй воли Абхазии» и данная акция, которая не будет проводиться единожды, будут в дальнейшем такие же подобные акции. Они будут вырабатывать культуру в обществе, поскольку человек зачастую не рождается с внутренним ощущением того, что нужно помогать другим, с чувством общественной ответственности. А данная такое подобное движение и подобные акции будут вырабатывать в нем это чувство. Я думаю, что обязательно нужно помогать тем людям, у которых нет возможности взять в магазине обычном то, что им нужно, то, что им хочется. Вот я когда рядом с таким молодым поколением стою, я всегда улыбаюсь, радуюсь и по-настоящему счастлив от того, что у нас есть такие дети. Продукты на этой полке абсолютно бесплатные. Пенсионеры, малоимущие могут периодически брать отсюда любой товар. Ее запасы будут постоянно пополняться. В дальнейшем в рамках акции планируется установить такие полки добра в самых крупных магазинах городов и районов Абхазии. Рядом с большой полкой добра есть еще одна конструкция. Вот уже год руководство торгового центра по собственной инициативе таким способом помогает пожилым людям. Каждый день с утра в определенное время всегда свежий хлебушек, всегда сахар, всегда макароны, всегда конфетки. И пенсионеры это знают, приходят и с удовольствием у нас забирают продукты. Кто-то немножко поскромнее, кто-то стесняется, очень скромничает, стоит с пакетиком и смотрит. А кто-то прям наглую открывает пакетик и собирает прям все продукты.
Люди, конечно, разные, как и пенсионеры разные. Люди приходят к нам, покупают продукцию и наполняют полочку сами, по доброй воле. На полке добра всегда будет свежий хлеб и определенный набор продуктов питания для тех, кому сейчас нелегко. Послы доброй воли надеются, что население нашей страны примет живое участие в акции, и покупка лишней булки хлеба, пачки макарон или риса для полки добра станет постоянной и доброй традицией. Низ Фаршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. На территории бывшей спортивной базы в селе Нижняя Шера состоялось официальное открытие военно-спортивной игры «Страйкбол». Это хорошая возможность для молодых людей продемонстрировать свои военные навыки и смелость. Ведь это игра для сильных телом и духом. На открытии побывали наши корреспонденты. Репортаж Аманды Пония. Участники турнира отнеслись к игре с полной ответственностью. Перед ними стала непростая задача – освободить заложника, который, по легенде, удерживается террористами в заброшенном здании. Страйкбол – это неофициально военно-прикладной вид спорта, а также командная военно-спортивная игра. В Абхазии она начала набирать популярность с 2014 года. К ней потянулись люди самых различных возрастов и профессий. Используется электропневматическое оружие с дульной энергией до 3 джоулей и, соответственно, стреляют пластиковыми шариками в диаметре калибром 6 мм и реже до 8 мм. Не имеют красочного пигмента, как я уже ранее говорил. То есть это отличает принципиально от пейнтбола. Что касается самой игры страйкбол, она проводится, как вы видите, на больших территориях. И, соответственно, по времени это гораздо больше, чем пейнтбол, если сравнивать опять же с пейнтболом. Несомненно, это опасно. Поэтому игроки, не имеющие средства индивидуальной защиты, то есть это маски и очки, не допускаются к игре. То есть это обязательные атрибут экипировки. Основные цели ассоциации страйкбола в Абхазии – это патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка здорового образа жизни, ну и, конечно, развитие самого страйкбола, в котором могут участвовать дети с 11 лет. Каждое воскресенье любители этого вида спорта, собрав свою команду, смогут принять участие в игре на территории бывшей спортивной базы в селе Ишера. Аманда Поня, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 24-28 тепла. Температура морской воды 22 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Вице-президент